Салют, Аматон Азиз. Сегодня вторая часть подкаста с господином Кабири. Кто не смотрел первую часть, сначала обязательно посмотрите, чтобы понять весь контекст нашего диалога. Приветствую вас снова, Акаджан. Добрый день, еще раз, салам алейкум. Валейкум салам, Акаджан. Сегодня хочу тоже вас уважить и по-нашему, по-мусульмански с вами поздороваться. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Акаджан, вчера мы остановились с вами на конце гражданской войны нашей. Очень трагичные страницы. Конечно, мы много вопросов не обсудили, и правильно, что некоторые детали не коснулись, но самое главное, что было заявлено о жертвах, мы проговорили. Все, что будет дальше, я думаю, что уже в перспективе, в будущем, другое поколение, международное сообщество будут искать ответы на эти вопросы, которые мы подняли, и в целом, которые существуют в нашем обществе. Перейдем, Акаджан, к деятельности вашей партии после войны, потому что мы чуть-чуть коснемся этого момента и потом перейдем к таким вопросам более настоящему и будущему, которого очень тоже нас интересует, потому что видение будущего и как вы это видите очень ценно с учетом вашего интеллектуального багажа и жизненного опыта, Акаджан. Есть такая ситуация по поводу 2012 года. Когда месяц Рамадан наш Пешови Милат, да, или Пешвой Милат, начал бомбить Памир. Да, там убили главу регионального амниата, и этот вооруженный конфликт вызвал очень большую критику властей со стороны международного сообщества и недоумение там у людей, да, как в месяц Рамадан такое может случиться. Но когда я пытался найти реакцию вашей партии на эти события, я увидел лишь только какие-то умеренные, уж простите, местами беззубые заявления. Как вы это сейчас объясните? Почему в тот момент вы, ваша партия, будучи парламентской партией, видя, на какое преступление идет режим Рахмона, не решились на более решительные шаги? Хороший вопрос, Широз. Я объясню. В 2011 году, за год до этих событий, трагических событий на Памире, Рахмон подписал секретный протокол под названием или под номером 3220, который, это протокол Совета Безопасности Таджикистана с подписью Рахмона, где он против наперекор Конституции, законов, мирного соглашения, вообще всей логики, всей этики, он приказал всем силовым структурам, да и не только силовым структурам, Академии наук, Комитет по делам религии, всем госструктурам начинать борьбу по уничтожению нашей партии. Это в 2011 году. То есть еще до памирских событий Рахмон начал необъявленную войну против нашей партии. Если вы помните, я не знаю, наверное, вы тогда были слишком молоды, чтобы помнить эти дни. Российские информационные ресурсы опубликовали этот секретный протокол, потом он разошелся по другим информационным каналам. И я, как депутат парламента, тогда написал письмо генпрокурору Шерхон Салибзода, главе администрации президента, самому президенту, всем силовым министрам, что происходит, объясните. Является ли данный протокол оригиналом или это фальшивка? И если фальшивка, то в чем суть, кто это сделал, откуда? Генпрокурор мне ответил тогда в официальном письме, наверное, это письмо где-то есть в архивах, а наш архив сейчас в руках КГБ. Он ответил, что да, было такое заседание Совета Безопасности, протокол, по сути, он оригинальный, но кое-где он, кое-какие места там изменены или фальсифицированы.
Я тогда написал ему повторное письмо, объясните, где, в каких местах есть изменения. И я, как депутат парламента, требую, чтобы мне показали оригинал этого протокола, чтобы я успокоил и общество, и членов моей партии, и вообще всех, кого интересует этот вопрос. После этого начались угрозы. Уже в начале 2012 года против нас, что мы начинаем уже переходить красную черту и требуем от властей, чтобы они объяснили нам, что происходит. Потому что я, наверное, если просто посмотреть это время, много раз сказали, что этот протокол антизаконный, антиконституционный, противоречит общему соглашению о мире. И оно приведет страну к кризисному состоянию. Но потом мы поняли, что нет, протокол не то, что оригинальный. Рахмон идет буквально по всем пунктам этого протокола. Потом у нас появились в руках копии распоряжений различных министерств и ведомств, которые на основе этого протокола они дают в свою очередь по вертикали власти распоряжение всем местным органам власти, как действовать против нашей партии, против религии, против религиозных учреждений. Для чего это было сделано? Для того, чтобы вся внимание нашей партии, оппозиции, духовенства, гражданского общества, она была концентрирована на самозащиту. Не на преступление Рахмона в Бадахшане, на Памире, а на самозащиту и главное, чтобы защищать себя. И наша партия тогда, в 2012 году, как раз была в таком состоянии. Наши офисы начали закрывать, наших активистов начали арестовать, появились публикации против нашей партии. Естественно, любая политическая партия в такой ситуации, вместо того, чтобы защищать права других граждан, это обязанность, так и должно быть, но мы старались направить наш потенциал, нашу силу как на защиту самой партии, так и на защиту других граждан, в том числе наших соотечественников на Памире. Поэтому я думаю, что тогда вот вы характеризовали это как беззубую позицию, очень умеренную. Скорее всего, имеется в виду умеренная критика. Я согласен вполне, потому что власти ждали повода, власти ждали момента для того, чтобы начинать репрессию против нашей партии. Вся вот наша умеренность, осторожность, она исходила из того, что мы понимали, что власть ждет такого момента, повода, и любое наше резкое высказывание, резкая критика, оно бы, скажем так, не в 2015 году случилось бы это закрытие партии, а где-то в 2013. Но однако вчера буквально вы очень классную поговорку сказали: между безопасностью и свободой, если выбираешь безопасность, в итоге теряешь все. Получается, что вы выбрали безопасность и потеряли все. Все, абсолютно так. Я, кстати, не помню сейчас где, но в одном своем интервью сказал, что это не только по этой ситуации, по этому эпизоду. Мы еще, когда Рахмон в начале реализации общего договора начал нарушать, мы были поставлены перед выбором: или требовать от Рахмона максимум выполнения общего соглашения, или опять дестабилизация, потому что Рахмон сказал на одном заседании, на одной встрече с членами Национальной комиссии по примирению со стороны оппозиции, что когда мы как раз требовали того, чтобы он выполнил обещание дать пост Министерства обороны оппозиции, а он отказался. Есть протокол с его подписью, есть письмо, официальное письмо даже, в адрес лидера комиссии по национальному примирению, что этот пост министра обороны передается таджикской оппозиции в рамках 30% квоты. Но потом он отказался,
были наша сторона в качестве, как бы скажем, выражения недовольства. Мы объявили бойкот работы комиссии. Озабоченность, да, как да, сейчас европейцы любят это делать. Да, озабоченность, глубокая озабоченность. Да. И он пригласил на встречу, сказал, что да, я подписал, я обещал, но если вы настаиваете на то, что я это выполнял, это означает новую гражданскую войну, потому что я готов воевать, но не давать пост министра обороны. То есть он открыто объявил вам войну? В открытую. Это 2011 год? Нет, это еще я говорю сейчас о 99-й год или 98-й. К чему я это говорю? Да. Что мы, к сожалению, выбрали между свободой и безопасностью или стабильностью, выбрали стабильность. То есть то, что в 2011 или 2012 году мы осторожно критиковали, думая или надеясь, что таким образом мы сохраняем безопасность и стабильность, а в результате потеряли все. Это началось еще в самом начале мирного процесса, когда Рахмон тогда отказался. Мы ради стабильности, безопасности страны, главное, чтобы не повторялась гражданская война, мы отказались от поста Министерства обороны, которая была включена по 30% квоте. То есть Рахмон начал уже обманывать фактически вас сразу с конца гражданской войны. Я сознательно пропустил эпизод с этим Худоназаровым, этим Махмудом, потому что это... Худайбердиев, простите, пожалуйста. В тот момент я был очень маленький, я в Худжанте как раз, в Чкаловске, застал этот момент. Просто хочу пропустить этот момент сознательно. Прошу сразу же прощения тем, кто ожидал этот вопрос, чтобы вы осветили. Акоджон, я не скажу, что я его сторонник, это ни в коем случае, просто он такой же убийца, это жаба-гадюка, так называемая, случилась, в этом я убежден, и об этом, это формат жабы-гадюки потом опять случился, и я сейчас поясню, почему. Хорошо, вы тогда в 99-м году Рахмон начал нарушать договоренности, и 2011-2012, то, что вы бездействовали, это результат того, что тогда это все происходило, то есть он вас обманывал. Но здесь возникает другой момент, Акоджон. Больше похоже на то, что вы распределили, ваша партия, как получив некие блага финансовые, да, просто удовлетворилась этим. Будто бы вы в какой-то момент увидели огромные деньги и сказали: так, люди, на людей все равно, главное наша безопасность, мы живем кайфово, окей. Почему я это говорю, Акоджон? Потому что вы говорите, что в 99-м году вы приватизировали, купили, давайте будет так, в результате тендера, да, голландского, который вы заявляли, взяли больницу. Просто хочу напомнить, 99-2000-е года – это голодные годы, когда американцы и европейцы нам слали эти бочонки и мешки с мукой, да, бочонки с маслом и мешки с мукой, которые не дали нам друг друга поедать, плоть друг друга. 90%, это не грубо, это точно, 90 и больше процентов населения голодает, у вас огромные деньги для того, чтобы покупать огромное здание. Откуда эти деньги, простите, пожалуйста, в те годы, когда мы все нищие были? Хороший вопрос. Если еще раз я скажу, что этот объект я купил всего-навсего за $1000, что ты мне скажешь? Я скажу, что это незаконный тендер. Угу. Незаконный тендер, организованный правительством. Ну, прям это та же история, как в России, когда они подставные всяким этим фирмам за дешевку продавали все блага. Абсолютно ситуация другая. Дело в том, что я тогда тоже учился в России, знаком. За 1 год или даже иногда меньше и Ходорковский, и Абрамович, они все стали миллионерами, потом мультимиллионерами, потом миллиардерами. Я знаком с этой схемой, просто потому что у меня не было гражданства. Я это понимал, что можно разбогатеть прямо не потому, что это незаконно. Это законно, но это нечестно, это несправедливо. Давайте назвать вещи своими именами. Есть законность, есть справедливость. Это законно, но несправедливо. Поскольку я не был гражданином, я не мог участвовать просто в этих процессах, но поскольку я был гражданином
Таджикистана я участвовал в этих процессах в законных, но несправедливых тендерах, аукционах и так далее. То есть вы незаконно приобрели это сооружение за $1000? Нет, я законно приобрел. Несправедливо, я повторюсь. Но правительство продал все это имущество несправедливо. Почему несправедливо? Дело в том, что тогда международные финансовые институты, они предлагали, вернее, Таджикистан попросил у них гранты, кредиты, долги и так далее. Не было денег в бюджете. А любая международная организация, она дает кредиты, гранты и всякие помощь в долг, когда они требуют взамен экономической реформы, приватизации и так далее. Ну, вы сами знаете. Чтобы контрольный пакет многих учреждений был не у государства, а у частных лиц. И таджикское правительство в спешном порядке начал продавать часть госимущества. А есть два метода аукционов. Английский метод и голландский метод. Английский метод это идет наверх, а голландский наоборот. И самая максимальная цена, потом, когда нет покупателя, оно идет вниз. И правительство по голландской схеме, они продали незавершенные строительные объекты. Не работающие объекты предприятия, а именно те, которые они начали строить еще в советские времена, больницы, там, жилые дома, какие-то предприятия и так далее. Распад Советского Союза, гражданская война, тогда никто и не строит. Правительство решило избавиться от этой лишней, скажем, головной боли, и они по голландской схеме начали продавать. Они назначили максимальную цену, но по закону есть еще минимальная цена. Если нет покупателей, ну кто покупает, скажем, я купил за $200, просто вы не поверите. Конечно, не верите за $1000. Нет, жилой комплекс 112 квартир я купил за $200. Это законно. Я купил это законно. Простите, это же дерибан. Это же реальный дерибан. И вы участвовали в дерибане нашей страны? Вот я что должен был делать? Вот давайте спокойно. Я читаю газеты Садой Мардин, что продается такой объект. Госимущество продает. А, кстати, председателем госимущества тогда был племянник Рахмона, сейчас не помню фамилию, но потом стал вице-премьер-министром и так далее. И Матлубхон Даулатов. И госимущество продает такой-то объект. Я читаю объявление. Цена назначена там максимально там несколько миллионов сомони или там приличная сумма, которых у меня нет вообще, даже 10% нет. Но я по закону покупаю так называемый лот для участия в аукционе. И участвую. Цена падает в течение одной сессии до минимального уровня, покупателя нет. Я что, должен сказать, что вот это несправедливо, но вместо меня это купит опять Матлубхон Даулатов. Я не покупаю. Но покупает его Матлубхон Даулатов или другой родственник президента. Кстати, тогда они это не покупали, потому что это для них барахло. Но зачем им покупать какой-то незавершенный объект где-то в районе Рудаки, Файзабад, там, Налгисар, когда они могут купить все вдоль улицы Рудаки, вдоль и поперек в центре города? Зачем им какие-то незавершенные объекты? Но надо выполнять условия международных финансовых институтов. То есть они отчитываются, что вот в этом году, в 1999 году, мы продали там 500 государственных объектов, выполнили условия международных финансовых институтов. Все. Для того, чтобы получить очередной транш долгов или кредитов. И я что? Я разве участвую? Я скажу так. Если бы я не купил, то это купил бы другой человек, там, не знаю, какой-то бизнесмен, там, родственник, не родственник, неважно. Академ, просто знаете, простите, как это выглядит? Вот я иду по улице, какая-то бабушка там пенсию свою уронила и отходит. Я иду такой, смотрю, ага, она уходит, она уронила деньги.
если я не возьму, то возьмет другой. Соответственно, я прикарманиваю пенсию бабули и иду дальше. Вам не кажется, что это именно так выглядит? Нет, абсолютно широко ситуация другая. Угу. Это когда ты находишь там что-то или видишь даже, что у кого-то что-то упало, и вот делаешь вид, что не видел, но вдруг и поднимаешь, говорит, да, я нашел. Нет, это абсолютно другое. Это законный процесс. Государство продает, правительство, вернее, продает от имени государства государственное имущество, и гражданин этой страны покупает на законном основании. Ну, представьте себе, что вот вы, не знаю, по каким-то причинам продаете вашу квартиру. На самом деле ваша квартира стоит, там, не знаю, 100 тысяч долларов, но вы не находите, вы знаете, что это стоит 100 тысяч долларов, но нет покупателя, а вам надо срочно продать. Вы говорите, давайте 90 тысяч, давайте 80. И вы продаете по более низкой цене, но вы и покупатель знают, что это несправедливо. Но покупатель скажет, что извините, у меня вот всего-навсего столько денег. Если бы у меня были бы деньги побольше, я, наверное, купил бы где-то в центре города другие объекты не по голландской схеме, а по английской схеме, как у многих других. Но я-то участвовал именно в торгах по голландской схеме, где там продаются в основном барахло, недостроенные объекты. И я их превратил уже в действующих объектов и потом перепродавал как достроенных объектов. Прошу прощения, нормально, нормально, я думаю, в нормальных условиях, когда мы видно, что у народа, по сути, у большинства денег нету, а иностранцев, там, европейцев пустить, это не было бы выходом из ситуации? Потому что у них деньги есть, можно было продать их гораздо больше и наполнить бюджет. Это же логично, либо я дилетант не понимаю. Нет, Широт, капитал очень пугливая вещь и боится нестабильности. Таджикистан, 98-99 год, гражданская война, там боевики, Сухроб Косимов, сторонники оппозиции. И какой иностранец, какой инвестор в такой ситуации? И более того, Широт, я купил все эти объекты в тех районах, где еще боевики с обоих сторон находились. То есть я купил какой-то объект, не мог даже поехать туда, потому что там действовали еще... Хорошо. В 99-м году... Прошу прощения, Акуджан. В 99-м году проходят торги, вы покупаете первое свое имущество, там, и дальше. И в 2005 году вы становитесь лидером партии, и вы говорите... В 2006 году. Прошу прощения, да. И в интервью вы сказали, что вы уже пришли миллионером. То есть как эти активы за 5 лет, где в нищей стране, могли принести вам огромное количество денег, тем более миллионы долларов? Это просто экономически я не могу это себе... Я объясню очень просто. Я же сказал, что в России, даже не только в России, в постсоветском пространстве, к сожалению, это я скажу к сожалению, хотя я сам воспользовался этим моментом, но я скажу к сожалению, что за какие-то короткие сроки десятки, сотни людей стали богатыми за счет других людей, которые просто они не понимали, что происходит, или за счет того, что власти, они где-то вынуждены были, где-то они сами были заинтересованы в том, чтобы именно таким образом они приватизировали государственное имущество. В Казахстане, там, где, вот, например, в Беларуси этого не было, в Узбекистане в меньшей степени вообще этот процесс был. А сами, скажем, такие громкие процессы по таким высоким темпам приватизации были в России во времена Чубайса, которого до сих пор считают предателем, в Казахстане. Мы смотрели фильм «Певчих», там, был прекрасный. В Казахстане были такие процессы, в Киргизстане и в Таджикистане. Так что 5 лет – это большой срок для тех времен. Уже к 2003 году правительство прекратило все торги по голландской схеме. Вообще абсолютно. То есть они поняли, что уже к 2002 году цены выросли в десятки, в сотни раз. Почему? Потому что Таджикистан превратился из конфликтного государства в постконфликтного. И то есть уже появились инвестиции,
появилась стабильность, люди начали понимать, что надо покупать имущество, пока не поздно. Цены резко выросли, и я успел перепродать часть своего имущества, купить еще другие. То есть бизнес, это и есть бизнес. То есть тут надо вовремя вложить деньги. Ничего личного, это бизнес. Это бизнес. Надо вовремя инвестировать более удачно. Надо иметь Просто немножко еще важно, чутье. Акаджон, вы пришли к власти, говоря об интересах народа. И когда имущество государства, вы, будучи уже опытным человеком, крайне образованным, интеллектуальным человеком, вы видите, что нашу страну просто грабят и деребанят, и вы просто в этом участвуете. Просто, понимаете, это как-то вызывает какое-то вот очень глубокое такое внутреннее огорчение вызывает будто бы. Я недавно посмотрел интервью Ходорковского, и точно такие же обвинения в его адрес. И я внимательно слушал его ответы. Я не хочу повторять его ответы. Не надо, кстати, не надо. Абсолютно другая ситуация. Он миллиардер, у меня нет, я более скромный образ жизни. Но когда я слушаю его и таких людей, как Ходорковский, и в Казахстане, в других местах, я, с одной стороны, их немножко понимаю, с другой стороны, я понимаю тех, кто их обвиняет в этом. То есть тут такая ситуация, что вопросы этики, морали, бизнеса, там, особенности того периода, все это оно в одной корзине. И все оценивают его, исходя из собственной ситуации, из собственных взглядов, а, к сожалению, иногда из того, по какой стороне баррикады или имущество состояния они стоят. Если кто-то успел разбогатеть, они начинают защищать, а если кто-то не успел, а хотел бы тоже участвовать, но не успел просто, они начинают критиковать, поднимать какие-то моральные вопросы, поднимают. Я не оправдываюсь, но я скажу, что я поступил вполне законно, поэтому еще раз, до сих пор власти Таджикистана, когда критикуют меня, обвиняют меня в терроризме, во что угодно, они проверяли все документы, они ничего не нашли. Не к чему было придраться. Потому что я купил все это на законном основании. Кстати, когда вот я стал депутатом, я декларировал все мое имущество и назначили комиссию, как можно так, что вот не потому, что у меня столько денег и имущества, потому что я осмелился об этом заявить, декларировать. Вот что их задело. Они прямо мне сказали, что, извини, тут в парламенте есть министры, бывшие министры, которые в 10 раз богаче тебя, но они сейчас не впячиваются, они не показывают в декларации, что у них столько денег, столько имущества. Они все это переписали на имя, фамилию других родственников. Сколько у вас денег было, сколько у вас активов было на пике вашего вот самого вашего богатства, на пике вашего финансового роста? Сколько у вас было денег? Вот, интересно. Честно говоря, не знаю. Вот объясню, почему не знаю. Потому что никто же у нас не оценивает, что, например, сколько стоит на рынке сейчас акции этого предприятия, этого хозяйства, здания. Вы декларировали просто недвижимость. Да, у меня было имущество, что я владею 100% акций этого предприятия. Я владею 100% акций этого завода или фабрики и так далее. То есть, сколько это стоило бы, я не могу сказать. Но потом, по-моему, было заявление в прокуратуре. Они сначала сказали 40 миллионов сомони или что такое. На такую сумму они конфисковали, потом поменяли цифру, потом вообще эта информация исчезла опять. Это еще в 2016 году. И так что... приблизительно, Акоджон, приблизительно скажите, вот вы все равно, будучи таким экономистом, бизнесменом, который в тот момент, когда большинство людей не могли даже понять, как вот купить, продать, и большинство занимались наркотрафиком в тот момент, да, вы знаете, те годы таджикская героиновая лихорадка, когда каждый второй, третий пойманный в России наркокурьер был таджиком из Таджикистана.
В тот момент вы уже понимали, как делать бизнес. Значит, вы примерно можете оценить ваши активы. Просто интересно, вы же декларировали их. Вот можете для нас сказать вот приблизительно в долларах, сколько вы оцениваете на пике свое имущество? Вот. Это где-то между 15-20 миллионов долларов. 15-20 миллионов долларов. Например, только рынок Саховат, Турско-Заденского района, которого конфисковали в 2014 году, на тот момент стоило где-то порядка 4 миллионов долларов. Может быть, даже 5 миллионов долларов. Так что, но не знаю, это много или мало, конечно, это не мало. Но опять повторюсь, что для меня финансовая независимость, она была очень важна. До сих пор я считаю, что для любого политика это очень... Это не обязательно, но это очень важный момент для того, чтобы не зависеть от, скажем, членских взносов членов партии, там, каких-то грантов международных. И, то есть это дает больше свободы. Разумеется. Просто глава фракции, политической фракции, парламентской фракции с огромной бизнес-империей и законной ведущей деятельностью, это не конфликт интересов. То есть вы парламентарий, и у вас как бы бизнес действующий, и вы при этом принимаете законы, кстати. Да, вот как раз ты подошел к очень хорошему моменту. Если бы я думал только о своем бизнесе, о том, чтобы сохранить мое состояние, я бы не критиковал власти, я бы вел себя так, как вели себя многие лидеры политических партий, депутаты и так далее. Так что, когда первый раз был сигнал и встречи со мной, что вот я неплохой человек, я образованный, я не радикал, я не фундаменталист. Но вот таких комплиментов я наслушался там со стороны властей. И тем более состояние. И от меня требуется не очень многое. По основным, я могу критиковать, но по основным вопросам, касающимся лично Рахмона, я должен вести себя немножко по-другому. Я сказал, что нет. Но вы меня простите, Акоджон, если вот суммируем вот все, что сегодня было сказано, мы начали с 2012 года, вернулись там в 99-й, где Рахмон уже с того времени начал не придерживаться соглашения и приватизации, вот эти дерибаны нашей страны, повторяюсь, и по итогу, вот в Исфаре я вижу ваше выступление, вы выступаете перед своими избирателями на фоне плаката Рахмона. Ну как? Ну что это? Это ли не показатель того, что вы Фероз, разве ты думаешь, что это единственный раз, когда я выступаю на фоне плаката Рахмона? В Старовшане одна тетенька очень скверно с вами общается, мы осуждаем такую форму дискуссии. Понятное дело, это так называемые титушки, да, не раз такое случалось, и в Кулябино на вас нападали, да, все это, титушня рахмоновская, она действовала. Но вы вели себя как вот типично системный человек, который боится лево-право сделать и тревожится за свой бизнес. Оно со стороны выглядит так, как Акоджон. Серёж, ты немножко так приукрашиваешь. Дело в том, что вот все мои встречи, тем более с моими избирателями, с моими там сторонниками, они проходили в государственных учреждениях. Это помещение или сельсовета, или там школы, или там любое другое государственное учреждение, там везде висят вот эти фотографии Рахмона, портреты Рахмона. И вот ты, наверное, видел еще пару таких. А у меня, я могу сейчас в интернете найти десяток, а может быть даже сотни моих фотографий, где я выступаю на фоне портрета Рахмона. Кстати, в парламенте, в каждом кабинете, вот ты заходишь, тебе дают кабинет, компьютер, стол, это твое рабочее как бы место, там на стене висит портрет Рахмона. Это еще в парламенте. И что было потом, когда второй раз избирался в парламент, первый раз 5 лет, да, в моем кабинете, как висело, так и я не стал трогать, оно висело до конца.
Во втором созыве пятилетия у меня был другой кабинет, потому что я перешел на другой комитет по международным делам. И как раз там провели ремонт. После ремонта всем принесли новые плакаты, новые портреты, побольше, там, более дорогие. И чтобы сотрудники, работники парламента начали там все оборудовать, я сказал, что дайте я сам потом это сделаю, а вы можете уходить. Я взял этот портрет, ставил в шкаф, и последние 5 лет у меня в кабинете не было портрета Рахмона. В рабочем кабинете, в государственном учреждении. Но я же не могу в Таджикистане, в Исфаре, в Истраушане, в Душанбе зайти в какое-то помещение и требовать, чтобы вот снимите портрет Рахмона, только после этого я буду выступать. Ну, это ну хорошо, хорошо, конечно, можно. Я сталкивался натыкался в интернете на ваши выступления и на ваши комментарии и различные публикации, которые ссылаются на вас. Ну, то, что вы какую-то критику себе это позволяли, поверьте, в нашем Худжанде, да, например, мы постоянно такие вещи про Рахмона говорили, когда он, помните, клялся там как бы этим молоком своей матери, Шири Сафеди Модарам. И у нас в Худжанде открыто говорили, у него Шири Модараш уже, то всегда каутшут уже говорили, от того, что он не исполняет того, что обещал, да, и открыто все говорили, ваша критика, она абсолютно никак не выходит за рамки, она была такая вот чисто дипломатическая, как будто это был, вам как будто, как Жириновскому дали какую-то возможность, вот такое поле для маневра, и вы действовали исключительно в этом поле, и дальше вы не выходили. Вот это с нашей точки зрения так и выглядит. Скажите, насколько мы ошибаемся? Вы имеете право на такой взгляд, на такое мнение. Я абсолютно отношусь к этому нормально. Даже иногда я считаю, что да, мы, наверное, вот наша умеренность, осторожность, оно было немножко так неоправданно по некоторым вопросам, потому что в конечном итоге нас запретили, объявили террористом. Несмотря на все наши старания, стремления, на фоне других, скажем, исламских партий на Ближнем Востоке, южнее нас, которых считали экстремистами, радикалами, мы старались выглядеть как бы более умеренными, не прибегать к каким-то резкой критике, радикальным шагам. Даже ни разу, хотя требовали несколько раз разрешить нам выйти на митинги, я помню, по крайней мере, я 2 раза написал мэру города Душанбе Убайдуллаю письмо о том, что мы хотим провести демонстрации, протестные демонстрации. Они, конечно, нам не разрешили, но на каких-то других радикальных, например, выходить на митинг без разрешения властей. Хорошо. То есть это довольно радикальный шаг, незаконный, но это привело бы к непонятным результатам. Поэтому вы можете нас критиковать, у нас другая точка зрения, что а кто там в Таджикистане, кроме нас, выступал, критиковал более резко, чем мы? Я знаю одного человека. Широз. Есть разница между тем, что мы скажем, наша партия сказала бы тогда, или критика со стороны одного независимого там, персонажа. Там, за ним не стоит никто, ничто. Его критику власти, хотя более резкую критику, власти принимали более спокойно, а вот иногда наши намеки, даже более умеренную критику, они очень болезненно воспринимали. То есть вы всегда были окружены штыками некоторыми, что да, нас даже я помню, ну представьте себе, я уже об этом, по-моему, не помню, где сказал, когда в 2010 году в результате парламентских выборов, просто это была тотальная фальсификация, это уже дальше было некуда. Фарс, да. Были со стороны нашей молодежи, вы сказали, давайте выходить на митинг. Давайте вот сейчас выходим на митинг. Все были готовы. А руководство партии, вообще члены политсовета, мы были в раздумье, что делать, прислушиваться к мнению молодежи, нашей молодежи, или быть более осторожным. И мне звонят тогда вот как раз заместитель министра обороны Абдулхалим Назаров, покойник которого обвинили в госперевороте, убили, он же был моим другом, моим соседом, другом. И он мне звонит, говорит, я
звоню тебе из кабинета министра обороны, тогда был не Шерали Мирзоев, а другой, я сейчас забыл, до него. И он говорит, что вот рядом президент создал такой штаб, все силовые министры, и вокруг вас, вашего офиса, где там сейчас ведете собрание, первое кольцо это МВД, второе кольцо КГБ, третье кольцо наше, то есть Министерство обороны. И если даже будет попытка выхода на улицу, это будет второй Андижан. А как раз год назад, до этого, в 2009 году, в Андижане были мирные митинги. Я знаю, у меня бабушка из Андижана. Они прямо угрожали, что это будет второй Андижан, еще похуже. И как ты думаешь еще раз? Вот я, политик, пусть вот критикуйте меня сколько угодно. Я должен был вывести людей на улицу или все-таки сказать, что у нас будет... Мы выберем другое. То есть мы вышли из состава общественного совета под руководством Рахмона. Но подождите, он вам не дал должность министра обороны, но у вас же все равно 30% оставался, в других должностях же были ваши сторонники, с которыми можно было скоординированно подействовать. Это было до... Вот эти 30% практически до 2002-2003. Там уже да, некоторые министры, они оставались еще дольше. Например, Зайд Саидов, он, по-моему, еще чуть дольше оставался министром, кто-то замминистром, но они уже полностью перешли на сторону Рахмона, потому что это было одним из условий остаться у власти или нет. Как это выглядело, переход на его сторону? Это какой-то Я объясню сейчас. Давай вот еще раз. Из личного опыта. Меня назначают по этой квоте послом Таджикистана в Иран. Сначала в Турцию, потом сам Рахмон предлагает Устоду Нури покойному, что давай Кабири отправим его послом не в Турцию, а в Иран. Я говорю, ладно, какая разница, Турция, Иран, я соглашаюсь. Они отправляют письмо в дипломатическом языке, это называется неверительная грамота, но сейчас я уже забыл. Не важно, мы поняли. Да, не важно там. Тогдашний президент Ирана Хатами отвечает, то есть согласен, чтобы я стал таджикским послом в Иране, и тогдашний посол Ирана был такой Сайд Расул Мусави, он на одном ифтаре у себя в посольстве, они каждый Рамазан дают ифтар всем политикам, депутатам, и он мне сказал, что они получили копии письма, заверенного президентом Ирана, и Талбак Назаров, министр иностранных дел, приглашает меня, говорит, агриман называется оно, да. Мы получили ваш агриман из Ирана, и я уже как бы официальный посол Таджикистана, назначенный, другая сторона приняла, я готовлюсь к выезду, потому что министр иностранных дел сказал, что надо уже готовиться. И вдруг мне звонит, приглашает иранский посол, говорит, что, а что случилось? Я говорю, ничто. Говорит, вроде бы они отозвали письмо или что такое, я говорю, не помню. А до этого советник президента Амиршо Миралиев приглашает меня к себе в кабинет, он говорит, что вот такая ситуация. Он поздравил, сказал, что все хорошо, вот поздравляю, молодой посол. Мне тогда было, по-моему, 35 лет. И он говорит, что президент, ну это вообще практика, говорит, президент просит, чтобы ты объявил о том, чтобы по прессе, вот по телевидению, что ты уже перешел на сторону президента. Ты не являешься членом партии. И, кстати, тогда до этого по таджикскому телевидению показывали несколько министров от оппозиции, которые критиковали оппозицию, нашу партию. И мы тогда не понимали, что происходит, почему это так. И даже некоторые очень резко критиковали нас из этой 30% квоты. И когда Амиршо Миралиев мне об этом говорит, что я тоже должен выступить, я сказал, что извините, это не в моих правилах. Это не соответствует моим принципам. Я знаю, я как выпускник дипломатической академии, знаю, что любой посол, он уже в команде президента. Любой посол. Он не работает на партию. Вы назначили меня послом, я уже в команде президента. И об этом не обязательно объявить всему народу по телевидению.
и более того, критиковать моих бывших однопартийцев. Как только я ухожу в дипломатическую службу, я перестаю быть членом партии по закону. Ну и силовики тоже не могут быть членами. И силовики не могут, и духовные лица, мулы не могут, или там имам хатиби. Я ему все это объясняю, он говорит, ну пойми, что вот это так принято, ты должен доказать, что ты больше не представитель оппозиции, а представитель президента. Как только они поняли, что нет, я этого не буду делать, он сказал, что ты купил билет? Я говорю, да, я купил билет, все уже, я готов поехать. Ну, пока отложи, я еще посоветуюсь. И после этого Мусави мне звонит, говорит, что они почему-то отозвали Агриман. Что происходит? И мне потом звонит один из сотрудников нашего посольства, таджикского посольства в Иране, в Тегеране, который до этого со мной общался, он рассчитывал на то, что я буду послом, он останется работать. Мы как-то, были в контакте. Он, кстати, об этом меня попросил, чтобы, если я буду послом, чтобы он дальше работал там. Я сказал, что без проблем. Все-таки любой новый посол, он нуждается в старых кадрах. Да. Преемственность должна быть. И потом он мне звонит, говорит, а что происходит? Они вроде бы то есть отправили письмо, сказали, что старый посол будет работать еще год, минимум. И меня вызвали, сказали, что пока вот это назначение в посольство откладывается или отменяется. Я сказал, что хорошо, я лучше не поеду послом или там не буду работать в правительстве. Это для меня лучше, чем критиковать или об этом объявить, что-то негативное сказать против моих однопартийцев, друзей и так далее. И, кстати, меня опять по этой квоте хотели назначить и заместителем министра иностранных дел, заместителем мэра города Душанбе. То есть везде была моя фамилия, но поскольку я не принял эти условия, я как член комиссии по национальному примирению, как помощник председателя комиссии, я так и не принял ни одной должности в исполнительной власти. А то, что я стал депутатом, это выбор народа. Но вы же по спискам, по партийным спискам проходите. Да, по партийным спискам, да. Вы же не мажоритарщик, чтобы... Да нет, это по партийным спискам. Кто мог бы быть на первом, на втором месте, он бы стал депутатом парламента. Так что я знаю вот эту кухню, почему, каким образом наши бывшие коллеги, они перешли на сторону правительства, об этом заявили и остались еще при постах на несколько лет дольше, потому что они вынуждены были об этом говорить. То есть 30% квота, она заканчивалась где-то в районе 2002, в начале 2003 года. Просто резюмируем. Вот эти суровые лохматые года, там 2000-е до 2012, 13, 14 годах, вот эти 14-15 лет. Ну, я еще хотел спросить вас про 2008 год, когда суровые холода наступили, и люди, фактически дети умирали от холода, да, где тоже там не сильно активность вашей партии как бы виделась, да, что нету электричества, что какой-то бред происходит в стране. Вот просто резюмируем. С 2002 года Рахмон уже откидывает вас, ну, грубо говоря, кидает вас там с договором, продолжает давление всячески на вашу партию, на ваших сторонников. Кого-то покупает, кого-то там садит. Несколько членов вашей партии там за наркотики попадались, да, там это, и кого-то еще посадили, там всякими путями всячески вас давит. 2012 год случается, где наших с вами граждан рахмоновские силовики, псы фактически убивают, месяц Рамадан, вы все равно продолжаете быть умеренным, ладно, но в тот момент, когда Умарли Иззатович говорит, что, ребят, давайте выборы 2013 года бойкотировать, а вы будто бы реально как спойлер опускаете. Он... Вот Ойнихол Бабуназаровой, который вы хотели единым кандидатом от оппозиции сделать, вы знали, что Рахмон ни одно свое соглашение не держит, он свое слово не держит, он балабол, да, и он кровопийца-убийца, но вы все равно, понимая это, идете, собираете подписи
Мне кажется, такое чувство, что вы в тот момент будто играли на руку Рахмону, потому что он хотел сбить повестку у Марли Изатовича, поскольку Марли Изатович стал гиперпопулярным в обществе. Его реально любили, и я симпатизирую его, любил, я прям смотрел и наслаждался тем, как он говорит и рассуждает. Но когда я тоже участвовал в президентских выборах 2013 года, уже у меня было такое право, но когда я видел, что вы делаете, и мне прям вот, мне стало не по себе. Почему? Почему вы продолжали верить, что что-то будет иначе? Широз, Да. вот твое описание напоминает мне ситуацию в России, когда Каспаров, там, не помню сейчас кто-то еще другой, в России предлагали бойкотировать все выборы. Вот 10 лет тому назад, 6 лет тому назад, а Навальный, находясь в России, он продолжал участвовать, он продолжал... То есть он придумал какие-то новые схемы, каким образом участвовать, но одновременно еще повлиять на результат или хотя бы повысить политическую грамотность населения и так далее. То есть ситуация напоминает мне вот эту. Скажем, одна часть оппозиции за рубежом предлагает бойкотировать, не участвовать, высказываться более резко, а другая часть оппозиции, которая находится внутри, видит ситуацию из другого ракурса. И все это как бы находится ближе и к народу, и к ситуации, и видит какие-то другие возможности, в том числе не только мы. Социал-демократическая партия, Компартия, Устот Раджонзо, да, Зайд Саидов, когда тогда его посадили, но его заместитель был, сейчас не помню кто, фамилию сейчас не помню, такой грамотный был человек. Все, короче, оппозиционеры, мы собрались, Ходжи Ахмад Умаров участвовал, профессор, и сказали, что, кстати, сама Ойнихол Бобоназарова сказала, что давайте, вот есть шанс, пусть минимальный, пусть такой теоретический, но есть фантастический шанс, вроде как. Больше. Есть шанс менять ситуацию и показать, что гражданское общество, народ, оппозиция еще не умерла. Рахмону не удалось еще окончательно всех добить. И действительно был шанс. Знаете, вот шанс был, но если бы мы подошли бы к этому в рамках единой коалиции, как одна команда, не имея каких-то личных амбиций. Но Рахмон сильно испугался. Иначе он бы даже, если бы он не испугался бы Ойнихол Бобоназаровой, он допустил бы ее к выборам. Но они же не разрешили нам даже собрать эти подписи, 200 тысяч подписей. Да, я лично в последние дни, даже есть фотографии, недавно ребята мне отправили, последние дни, когда мы поняли, что они не... по закону есть такая абсурдная практика. Каждый лист, где вот по сбору подписей, должно быть там штамп и подпись какого-то чиновника местного. А чиновник, его найти сложно, потому что он в командировке. Они прячутся, держат у себя штамп. Мы их не могли найти в первую неделю, осталось там несколько дней. Как только мы жаловались международным наблюдателям в Центральную избирательную комиссию, вдруг все местные чиновники появились в кабинетах со штампом в руках. Давайте, вот мы подпишем, мы ставим штамп. Но у нас-то время уже не было. Я даже сам лично вышел на Я помню, подписи. да, я видел кадры эти. Да. Так что, но Рахмон, он испугался сильно, что вот если даже будет кандидат, она или любой другой оппозиционный кандидат, просто у нее есть 20 дней времени пообщаться с народом. Как кандидат. Он будет критиковать, там, говорить. Но это случилось как с Надеждиным в этом году в Рашке, да. Примерно так. Поэтому, да, я понимаю, я поэтому не стал тогда критиковать ребят, которые были за рубежом. Но давайте вот так. Вы не то, что критиковать, Акоджан. Вы не то, что критиковать. Вы же знали, что Умарли Изатович прав в том, что он говорит. Нет, я не знал, что он прав, и я до сих пор не думаю, что он был прав. Я уверен в этом. Даже, Широз, давайте опять в 2014 году, по-моему, 10 октября был объявлен... Да. И именно в тот день я был арестован в ФСБ в городе Екатеринбург. Да.
Я опять был не согласен, я сказал, выступил, я отправил месседж, сказал, ребята, мы здесь, мы знаем ситуацию. Ни одна революция без повода, нигде в мире, ни в истории, ни в современном мире, это нельзя. Просто это обман, самообман и обман народа. Давайте, вот скоро у нас выборы, в марте месяц, или вообще вот начинается, октябрь объявляет революцию, а через 2 месяца начинается предвыборная кампания. Ну, повод-то должен быть. Любая революция имеет какой-то повод. Я сказал, ребята, скоро выборы, давайте будем участвовать. Власть в любом случае будет фальсифицировать. Ну, конечно, она предыдущие все выборы фальсифицировала. Конечно. Тогда огромное количество кандидатов, там, не знаю, члены комиссии со стороны оппозиции, наблюдатели. То есть все политические партии, они будут как бы мобилизовать десятки тысяч людей, которые потом будут считать, что их голоса, их работу, их там, не знаю, 2 месяца работы, просто власть, она украла все это в результате. Вот тебе повод. Вот, пожалуйста, вот вы хотите революцию, сразу же после выборов, везде, во всем мире, во всех этих революциях, в Армении, там, в Грузии, это или после выборов, или после какого-то убийства, после какого-то там изнасилования, какое-то событие должно быть. А не так, чтобы, вот, мне нравится это число, там, не знаю почему. Я назначил все. А если кто не выходит, он предатель, он не борец, он не революционер. Ну, извините, так не делается политика. Нет, Умарлей Изатович, в тот момент я с ним лично общался и очень-очень внимательно слушал его слова. Он говорил вам, он именно напоминал вам, он непосредственно к вам обращался, ко всем политикам Таджикистана, которым считал важным обратиться, который думал, что вы действительно прислушаетесь, либо... Он говорит, что 2012 год запомните, говорит, предыдущие года вспомните, говорит, Рахмон, он никогда не будет честен, он будет обманывать, он будет убивать и делать то, что он делал. Он сказал, бохун омадим, бохун меравим. Это Рахмон. Но Куватов же не говорил, чтобы... мы брали в руки оружие, хотя он там джихад объявил, но это формальность, хотя я его в это не сильно верю, в то, что это могло что-то повлиять. Но когда столько призыв идет, вы видите, как вокруг него народ мобилизируется. Столько, сколько у него было сторонников, стало сторонников буквально за несколько месяцев, вы меня простите, ни одна партия Таджикистана за всю свою историю вряд ли набрала бы столько. Ну вот вы помните... Шерос. Да. 10 октября я как раз был в парламенте, это, по-моему, была пятница. Да. Я был, обычно, вот я после молитвы, пятничной молитвы, я возвращался в парламент, еще работал обычно еще пару часов, и меня приглашают как раз первый заместитель председателя парламента к себе в кабинет, а мой кабинет был с другой стороны здания парламента, его кабинет заместителя как раз окна выходили на Сомони. И это было где-то после обеда, часа 2, ну так. Я прихожу к нему по какому-то вопросу и вижу, что он смотрит в окно. Смотрит в окно, какое-то озабочение. Я говорю, это что, почему так? Говоришь, ну, сегодня говорят, что вроде бы должен быть митинг. Я смотрю на площадь, никого нет. Я говорю, что вы верите, что будет митинг? Он говорит, что нет, я не верю, ну, кто знает. С чем черт не шутит, да? Да. Но когда мы там поговорили по каким-то вопросам, ну, смотрели заодно за окном, что происходит, там милиционеры стояли, больше никого. Вот но они же бронетехнику согнали, они еще... Да, бронетехнику там блокировали все подходы, все улицы и так далее. И мой вопрос, вот вы говорите, что столько сторонников, столько. Я-то не видел на площади никого. Там пару ребят, говорят, были, их арестовали. Кстати, несколько из них были члены нашей партии, которые верили, что вот эти многочисленные десятки тысяч сторонников, о которых ты говоришь, они будут выходить. Просто... Вы что, ребята, рассчитывали на то, что вы, находясь за рубежом, будете объявить революцию, приглашать нас, потом
называть нас предателями, а мы должны, находясь там, выходить на улицу. Да. На это рассчитывали? Нет, конечно, это... А тогда о ком говорите? Там тысячи сторонников, я их не видел. Нет, вы же понимаете, что общество, он так или иначе чувствует сигнал. Революция — это большей части люди, когда скоординированно действуют. Вы как опытный политик, я хочу повторить это слово и проговорить, вы опытный политик, вы видите, что все так происходит. Если вы в тот момент, социал-демократическая партия, не вот эти коммунисты, там прочие вот эти непонятные, вообще несуществующие, формально существующие партии. А если вы, не находясь внутри, даже если бы выйдя, либо хотя бы выехать в Кыргызстан, не знаю куда, например, я просто теоретически так, просто фантазирую, как это могло бы было быть, выйдя, сказав, что, ребят, мы готовы, да, действительно с этой властью больше договариваться никак, и призываем, мы также присоединяемся к словам Умарали Куватова, тогда эффект был бы другим. И снова мы, возвращаясь к первой части нашего диалога, когда вы сказали, что наша оппозиция не может постоянно друг друга ругается друг с другом, Хари Акташ мансаб мехуат, каждый тянет одеяло на себя, да, и каждый хочет с кем-то быть сам. И это тоже так же выглядело, что ваша партия, и в частности вы, просто не хотели делить какой-то пирог, да, и думали, ну, черт с ним, там что-то он говорит, и так далее, мы даже не будем на это обращать внимание. Но в тот момент такое было разочарование от вас, от вашей партии. Я у народа говорю, что они смотрели, и мы думали, действительно, это зрада, это зрада. Но, Шероз, мне очень нравится, как ты ведешь вообще, как ставишь вопросы, но есть противоречия. С одной стороны, говоришь, что вот опытный политик, там, хотя они очень согласны, что я очень опытный политик, у меня тоже были много недостатков, там, и сейчас есть, но если я опытный политик, если я внутри, я знаю эту кухню, я не стал политиком, скажем, там, 2 года тому назад, 3 года тому назад, я прошел все эти, скажем, этапы политической борьбы. И я говорю ребятам, которые год назад, 2 года тому назад стали политиками, очень хорошо, имеют право, надо... Иногда бывает, что человек вот появился на сцене, и у него успех. Вот в Германии есть такая новая партия, альтернатива для Германии. Да, АФД. Молодая партия, и уже набирает вес, скоро говорят, что, возможно, они выиграют выборы. Ничего страшного. И... то же самое в Таджикистане могло бы быть. Но когда мы говорим, что ребята, не только я, еще более опытные политики, мы же всегда имели контакт. Кстати, внутри самой правительства, там Шероз, не все в правительстве, они согласны, тогда они были еще более, скажем так, смелыми, чем сейчас. И все говорят, что это самоубийство. Во-первых, не будет никакой революции, нет повода. Объясните, скажите, передайте, просите, чтобы они отменили этот день. Я это сделал. Я боюсь сейчас сказать, через кого. Кстати, через человека, который он передал мне. Не так как назывался этот Зело. Зело, да. Не по Зело. А я слушал там Зело, что про меня говорили, что вот так. Но потом были, скажем, приватные месседжи от покойного Умарали Куватова. Я получил. Я в обратном порядке отправил не только мое личное мнение. Мнение несколько там министров, бывших министров, политиков, оппозиционеров, очень влиятельных людей, с которыми мы посоветовали, сказали, что чтобы я сказал, что ребята, отмените. Более того, Шероз, я об этом сказал, еще раз повторяюсь. Я сказал, что... Потом мне сказали, что нет, они раз объявили, не могут менять, это уже в политике как бы не делается. Я сказал, хорошо, вы и так меня очень много критиковали, кем только они назвали в своих эфирах, это ладно. Еще раз называйте меня предателем, скажите, что мы отменяем 10 октября, не будет революции, из-за предательства Кабири, он трус, он испугался, поэтому мы отменяем на неопределенное время. Я сказал, что я готов взять на себя эту ответственность
пожалуйста, отменяйте, потому что вы просто вот народ уже в пик вот достиг такого протестного потенциала, и нужен повод, официальный, нормальный, легитимный повод. Более подходящего легитимного повода, чем выборы и фальсификация, вы нигде в мире не найдете. Когда человек все это объясняет, как ты сказал, по опыту, опытный политик, ребята, я вам нарисовал схему, обвиняйте меня, называйте кем угодно, вы останетесь чистыми. Вот вы останетесь, меня будут называть предателем, вы будете называть, но зато через несколько месяцев наше дело победит. И когда передали, это мой ответ, я об этом сейчас скажу, уже можно об этом сказать. Ну, уже нечего терять, да. Да, уже нечего терять. И обычно, по-моему, за день до этого, кстати, в среду, за 2 дня до революции, так называемой, у меня была встреча в партии с молодежью. Я там выступаю, еще раз повторяю мою позицию, уже официальную, что мы не будем участвовать в этой революции, если она состоится, для того, чтобы ребята за рубежом, в Москве, там, кто где находится, они использовали мое выступление за 2 дня до этого события, чтобы обвинять меня в предательстве и отменить эту революцию. То есть вы готовы были пожертвовать собственной репутацией перед обществом? Кстати, вот эту схему я нарисовал, отправил. И вечером, за день до революции, опять я включаю Зелу, как обычно, слушаю. Меня обвиняют, ругают, предатель, трус, там, бизнесмен, торгаш, все что угодно. Я говорю, молодцы, все идет по плану, все хорошо, пусть так и будет. Вот жду, что сейчас отменяют. Скажут, что вот по этой причине мы решили отменить революцию и на неопределенное время. Потом посмотрим. Но в конце говорят, но в любом случае мы выйдем завтра на улицу и покажем этим предателям, кто мы такие, на что мы способны. По итогу никто не вышел. Я потом звоню этому человеку и говорю, извини, ты что передал? Я говорю, передал все, что мы договорились. А почему это так? Почему они первую часть хорошо, а вторую часть они опять стоят на своем. И после этого, Широз, неважно сейчас кто что говорит, обвинять нас в том, что мы не вышли, мы не участвовали, мы не поддержали, это немножко несправедливо. Хорошо, Акоджан. Просто о вашей политической чуйке разговор, да, вы оправдываете, вы говорите о том, что я видел это снутри из своего опыта, как это выглядело, и потому я говорил этого не делать. И вы знаете, я вам верю, что вы видели картину немножко иначе. Но когда я вижу в 2015 году, как вы посещаете Чечню и называете людоеда Кадырова защитником ислама, и у меня вопрос, может быть, все-таки ваш опыт немножко, хромает, возможно, в каком-то вроде, и, может быть, вы допустили ряд ошибок, и это было тоже в том числе ошибка такая? Я не исключаю, я готов принимать это, сказать, что это была... Если ошибка, то, да, возможно, это была ошибка. Кстати, опять по поводу этого Грозного, моей поездки в Грозном, да, он пригласил меня, я участвовал, я назвал его защитником исламских традиционных ценностей. Нет, защитником ислама. Вот с вашего позволения мы здесь вот так сейчас делаем, чтобы видео это вышло, да. Это я сказал, что я защитник ислама, я там дал несколько интервью. Я назвал его в другом месте еще защитником суфийских традиций. То есть, скорее всего, я там старался быть как бы вежливым по отношению к нему, потому что он пригласил. И тогда Широз, действительно, вот когда эти были карикатуры на пророка, то есть он на фоне всех остальных других, которые вообще не высказались, он тогда, по крайней мере, в СНГ выглядел
человеком, который публично защищает ислам. Подождите, Но да, я немножко, наверное, переборщил. Переборщили. Наверное, переборщил, скорее всего. Но... Это мы, таджики, же любим лизоблюдство, да? И вы решили то же самое, да? Да, есть такой момент, к сожалению, да. Иногда надо вот соблюдать эти границы. Но когда, опять там же, кстати, за мной прикрепили вице-премьера Чечни, Джамбулатов, да. Он очень образованный историк, очень интересный человек. А тогда он был главой комитета по международным делам парламента. Сейчас он вице-премьер Чечни. И еще других депутатов. Потом у меня было несколько там выступлений, встреч, интервью, встреча с муфти Чечни, с лидером парламента и так далее. Потом этот депутат, мой опекун, скажем так, мне говорит, знаете, вот вы дали много интервью здесь, вас спрашивают, а вы бы не могли бы как-то вот менять тон, не назвать наше правительство вообще авторитарным режимом? Вот я опять ты говоришь, что я назвал его защитником ислама, но когда я охарактеризовал государственную систему в России, в Чечне, находясь там, опять в гостях, и, видимо, тоже немножко переборщил с этим, критикуя систему, я назвал тогдашнюю систему и нынешнюю систему Чечни авторитарной. Просто хочу напомнить, что, господин Акоджон, вы были там где-то в январе, и буквально через месяц убивают эти кадыровские головорезы, убивают Немцова, и буквально там через еще месяца, полтора-два, убивают нашего всего любимого Умара Изатовича, да? Ну, любимого для меня лично, и для тех, кто его действительно ценит его как человека. Просто это можете сказать... Так что вот, Широз, я к чему это говорю? К тому, что, находясь там, я, наверное, где-то там, когда... говоришь, выступаешь про ислама, его там, то, что он ждет от людей, чтобы про него это сказали, но в то же время... потешить свое эго, да, вот эти... Да, я назвал его систему, его правление авторитарной, и мне об этом напомнили, сказали, что вот это выглядит как-то, не очень так красиво, когда мы пригласили вас в качестве почетного гостя, а тут вы нас критикуете. И вы решили, да, этот самый... Да, был тоже такой момент. В обоих случаях я думаю, что я, наверное, немножко переборщил. Хорошо. Ну а сам факт вот этого проведения вот этих митингов из-за каких-то карикатур, вам не кажется, что это тоже из той оперы уязвленных чувств? Согласен. Сейчас у меня другое мнение после того, как вообще реагировали. Насколько я помню, это была первая реакция, первый раз, когда были такие карикатуры. И потом появились новые карикатуры, убийство французского учителя в Париже. Самуэль Пати, это в 2018 году случилось. Да. Сейчас я думаю, что да, здесь опять этот комплекс неполноценности, ущербности, ущемленности. То есть в тот момент вы подыграли комплексу неполноценности только мусульманскому сообществу, можно сказать? Знаете, там вопрос немножко был другой. Я, как лидер исламской партии, когда получаешь приглашение от лидера мусульманской республики по такой важной теме, конференция по защите пророка, и я действительно считал, что тогда я до сих пор считаю, что исламские ценности на фоне этой исламофобии, которую сейчас мы наблюдаем, оно нуждается в защиту. И я сейчас, если будет еще такое мероприятие крупное, но, конечно, в другом формате, я буду участвовать, потому что я чувствую эту исламофобию. И иногда оно в виде мигрантофобии, но чувствуется, что эта мигрантофобия в основном касается мусульман. Это уже чистая исламофобия. Разумеется. Вот да, если поэтому, знаете, вот в контексте тех событий того периода, я думаю, что мой отказ участвовать в этом мероприятии был бы очень неэтичным, неправильным.
И поэтому я участвовал, я высказался, я там сказал мою позицию. Так что и сейчас я считаю, что да, мы немножко там, мы должны... Сейчас как раз вот эти события, эта риторика, кстати, не только Рамзан Кадыров, многие другие лидеры, популисты, они использовали этот момент для того, чтобы набрать побольше очков, как бы защитников Отечества, ислама и так далее. А потом мы увидели опять с их стороны, каким образом они действуют против мусульман, против исламских организаций, религиозных свобод и так далее. У нас, Акуджон, я подготовил именно про тему ислама, там в перспективе поговорим, потому что очень как раз вот такое... Мы впервые сталкиваемся с человеком, вы очень хорошо, детально знаете ислам, а с нами, с нашей группой атеистов, мало кто из религиозников стараются общаться, потому что по определенным причинам вы поймете, почему они отказываются общаться, поскольку мы ставим такие вопросы, на которых, в принципе, ни один, я прям вот смело могу сказать, ни один мусульманин не сможет ответить, но мы хотели бы, чтобы вы все-таки удовлетворили этот вопрос, но это потом. А если сейчас, вот хорошо, мы просто подытожим вот историю с Чечней, если сейчас Кадырова назвать 3 словами, как бы вы охарактеризовали? Вот 3 словами. Диктатор, назначенец России и губитель чеченской идентичности. Вы смотрели фильм «Инсайдер» про него? «Инсайдер» выпускал фильм про него. Нет, к сожалению. Там целый 2-часовой фильм, и там прям детально рассказано, что он там творит. Просто мы подытожим, что этого человека, конечно, хотелось бы, чтобы он так и нашел, наконец-то, свое место в тюрьме, но просто на тот момент уже была аннексия украинской территории, да, 15 в то время. И вы все равно, будучи опытным человеком, понимая, что Россия реально поступает как, ну, вы понимаете, я не хочу подбирать какие-то дурных эпитетов, но страна-агрессор, вы туда просто едете, ну, как-то больно это осознавать на самом деле. Нет, я понимаю вас и понимаю многих других людей, которые... Кстати, покойный Олег Памфилов, мой друг, я его считал не только другом, но и где-то наставником, он был моим советником, как советник лидера Национального альянса. И он меня резко критиковал, не только за мои поездки в Россию, за мою умеренную критику российских властей сейчас. Он критиковал меня сильно, но я всегда ему сказал, что, Олег, я все-таки, если бы я говорил от своей имени, у меня абсолютно была бы другая позиция. Но я выступаю от имени партии, и до сих пор, еще раз, в моей партии, в оппозиции, очень много людей меня критикуют за нынешнюю позицию, когда я резко критикую российскую агрессию против Украины. Я вообще российскую политику. И до сих пор считаю, что это опять я переборщил, я должен был осторожно выступать, не надо портить отношения с Россией. Я говорю, что, ребята, нам терять больше нечего там. Нас объявили там террористом. Наших ребят выдают, депортируют прямо вот из Ата Амона, Домлона Имджона. Десяток пачками они передают в таджикскую тюрьму. И мы еще до сих пор должны осторожничать. Ради чего? Для чего? Что мы еще теряем? Действительно. Но знаете еще что? Я о чем говорю? Они говорят, что хорошо, вот мы члены партии, мы члены альянса, мы так думаем, мы так считаем. То есть вы же, если наш лидер, вы не имеете права не учитывать наше мнение. Так что, когда вы выступаете от имени коллектива, организации, то ваше личное мнение, извините, оно может быть уважаемым, но это не последняя инстанция. И поэтому, еще раз, надо понимать, когда человек говорит или посещает там. У меня вообще принцип такой. Я оппозиционер, я против диктатуры, но мне достаточно того, что я
борюсь против моей диктатуры, вот таджикской диктатуры. Я не могу быть борцом или оппозиционером против всех диктатур планеты. Разумеется. Не хватит ни сил, ни возможностей. Конечно, но просто здесь, знаете, какая-то из крайности в крайность. В 2015 году вы там посещаете уже страну-агрессор Россию, а потом вот недавно вы на съезде народных депутатов России, вы там фактически благословляете людей, которые воюют, наших соотечественников, которые воюют за Украину. Я поддерживаю этих людей, за Украину надо биться и по возможности всегда помогать украинской армии, потому что это действительно важно сейчас, и от этого многое зависит и в нашей стране. Да, и мы об этом поговорим. Ну вот просто крайности в крайность, как будто вы с одной крайности перекатились в другую крайность. Где баланс? Вот этого баланса? Нет, абсолютно. Я не согласен с тобой, Широ, что там была крайность. Кстати, в 2014 году, когда я встретился с Примаковым, бывшим премьер-министром России, и как раз он согласился на эту встречу после того, как он прочитал мои комментарии или интервью по поводу Украины. Он сказал в начале разговора, что я прочитал ваше интервью, ваше мнение по поводу российской политики в Украине. И они мне оказались, я не согласен, говорю, но мне оказались они очень интересными. Хочу еще раз послушать, почему вы так считаете, что Россия ведет себя неправильно по отношению к Украине. Я, будучи депутатом парламента Таджикистана, лидером оппозиции, посещая Россию, я критиковал российскую политику в Украине и в Центральную Азию. Я ему объяснил, почему я так думаю. И знаете, что он сказал, как академик, очень опытный политик и ученый? Он сказал, что к вашим мнениям должны прислушиваться в Кремле. Я вам обязательно организую эту встречу. И через несколько месяцев его не стало. И человек, который организовал мою встречу с Примаковым, его тоже сняли, освободили от должности только из-за того, что он организовал эту встречу. То есть они не то, что боялись, они уважали сильно Примакова как патриарха российской политики, и Путин его считал до последнего момента своим как бы наставником. Поэтому они не могли ему сказать, чтобы не надо встречаться с Кабири, но наказывали человека, который организовал эту встречу. А это был российский чиновник. То есть после того, как не стало Примакова. Так что, когда вот вы, не только ты, Шерос, многие другие меня критикуют, что вот ты был в Душанбе, резко не критиковал, в России там. Да. Ну, извините, если человек, он не знает всю картину, он не знаком со всей информацией, это не моя вина. Хотя частично это моя вина, что я об этом мало говорю, но настало уже время об этом говорить, что, ребята, наверное, никто, кроме нас, более резко не критиковал Рахмона, находясь в Душанбе. Извини, Широз, находясь где-то, вот сейчас я в Европе, я могу быть героем, я могу критиковать Рахмона сколько угодно. Факт. Да, и находясь в Таджикистане, критиковать Рахмона, кто более резко критиковал, чем я? Или чем, скажем, Рахматулло Зоиров, Шокирджон Хакимов. Ну, это тоже, снова, как я ранее сказал, это больше похоже на отведенную какую-то границу возможностей, которую вы в рамках этих возможностей действовали. Ну, это так выглядит. Акуджон, если вот мы сейчас остановились где-то 15-й год, хочу вот этот мятеж вашего друга пропустить, потому что про него уже достаточно все так знают, да, и не хочу в это углубляться. Потому что я сидя в тюрьме, застал эту новость, такой, что происходит? Я такой, даже у меня какая-то внутренняя надежда появилась, что что-то произойдет, да, вот произойдет, и меня не экстрадируют в Таджикистан и не посадят на остаток дней, да, такая надежда была в результате этого, но тем не менее, все случилось, так случилось. Вот с 15-го года, вот если находясь в 15 году, оглядываясь назад за последние 20 лет, можете назвать 3 самые главные свои ошибки, которые вы совершили, как политик? До 15 года или в 15 году? До 15 года. Вот, до 15 с момента, там, как вы вошли в нашу таджикскую большую политику, и до 15 года. 3 самые главные свои ошибки, которые вы можете вот сейчас прям вспомнить. Как политик. Наверное, 2010 год, когда я все-таки попросил
нашу молодежь не выходить на улицу. Хотя я думаю, что это 50 на 50, но политика иногда это риск. Наверное, надо было выходить. Вот сейчас, с высоты этих лет, я могу сказать, что, наверное, это была ошибка. Хотя решение мы приняли коллективно. Большинство, абсолютное большинство было против того, что мы вышли. Но все-таки как лидер партии, любой лидер несет больше ответственности за любое коллективное решение. Первое, так. Это первое. Второе, что после протокола 3220, когда уже было ясно, что к чему все это ведет, наверное, я должен был вывести основную часть партии, там, активистов, руководства за рубежом. У вас были для этого финансовые средства, чтобы это сделать? Нет, финансовые это дело не в финансах. Если бы было принято решение и люди согласились бы на это, они сами могли бы обеспечить. Вот когда в 2015 году я сказал, что выходите, многие не вышли, последний момент, когда последние часы, они сами поняли, что надо выезжать, они сами купили билет, никто им не купил. Да. И, к сожалению, вот мы не могли, я лично не мог предвидеть эту трагедию. Это, наверное, была вторая ошибка. И третья ошибка, скорее всего, вот то, что я, когда сказал моим коллегам, что надо покидать страну после сентябрьских событий, я должен был немножко резко, жестче этого требовать. Даже если бы, скажем так, вы не покинете страну, я уйду в отставку. Я не знаю, вот надо было настаивать более жестко. То, что я сделал в последние дни, после 10 сентября, я это должен был сделать сразу же после того, как я получил информацию из Душанбе, что Рахмон ждет того, чтобы гости, тогда в Душанбе был 15 числа, по-моему, или 13 саммит СНГ или ШОС, я не помню сейчас. То есть мне сказали опять из правительства, что как только уедет последний гость, ваших ребят всех арестуют, партию закроют. И я тогда более жестко сказал ребятам, давайте вот, даже некоторым сказал, что членам моей семьи, что если вы там умрете, вы умрете харам. То есть никакой не шахид, харам мемори. Это сказали нашим ребятам. Только после этого они поняли, что это все очень серьезно. Но некоторые не успели. Это была моя, наверное, третья самая большая ошибка. А так ошибок, наверное, было еще больше, но сами основные. То есть вы чувствуете все равно какую-то ответственность за судьбу тех людей, которые сейчас за решеткой? Конечно, я чувствую. Я, я скажу, первые 6 месяцев я был в лагере, миграционном лагере. Я вынужден был обратиться к психологу. Почему? Это нормально, это абсолютно. Это нормально, это, конечно, нормально. 80% людей в Европе, 90%, они в постоянном контакте с психологом. Это у нас считают, что если ты идешь к психологу, ты уже больной. Нет. Нет, конечно. Почему я сказал, что я не могу есть, вот как только я беру ложку, начинаю есть, автоматически я думаю, что сейчас что кушает Мохаммад Али. Вы сами в тюрьме были когда-нибудь? Нет, я не был в тюрьме. Но я чувствовал ответственность, какую-то неловкость. И я не мог выступать до 2017-2018 годов. Потому что я сказал, мне нечего сказать. Мои ребята сидят в тюрьме. Вот я не имею сейчас моральное право выступить, сказать что-то народу. Я должен все это обмозговать, переварить. Потому что я был в шоке, на самом деле.
И я чувствовал всегда ответственность, и только после 6 месяцев, там, 8 месяц, я уже, когда мне сказали, кстати, вот у нас был несколько сеансов разговоров, почему я себя чувствую таким образом, ответственным за то, что происходит в Таджикистане. Потом мне один очень хороший эксперт сказал, что если ты так будешь себя наказывать за то, что твои коллеги, друзья, братья в тюрьме, ты им ничем не поможешь. А ты хочешь им помочь? Я сказал, конечно, я буду делать все для того, чтобы их освободили, поддержать их. Он сказал, тогда живи нормальной жизнью, веди себя спокойно, не считай себя виноватым ни в чем и принимай дело, как оно есть. Только таким образом ты сможешь помочь им вести дела. И другого выхода у тебя нет. Конечно, находясь в яме, ты не можешь никому да, помочь. И только после этого я сказал, что вот извините, ребята, я должен быть сильным, оставаться сильным, прийти в себя. Я не забуду вас, но если я буду плакать весь день, думая о вас, я не то, что вам не могу помочь, но и вообще не могу помочь никому здесь, в партии. Поэтому вот такой период сложный был у меня, и очень хорошо, что оно было такое 6 месяцев, 8, первые дни. И аж сейчас я чувствую ответственность, но я не обвиняю себя во всем, потому что у каждого был свой выбор. И каждый, когда они стали членом нашей партии, они знали, на что идут. То же самое, как и я. И многие, они стали членами партии и даже лидерами партии до того, как я стал заместителем председателя партии или занимал какую-то ответственную должность. Интересно, Акылжан. Знаете, я во многом разделяю то, что вы ощущали. Ну, не то, что не в плане ответственности, а тех внутренних душевных переживаний. Потому что когда я освободился из тюрьмы, это тоже, и когда выйдя, я узнаю, что мой товарищ, мой друг Эхсон Удинаев просто пропадает бесследно, которого до сих пор нигде нету. У меня вот недавно я отправил скриншот его брату, я восстановил свою страницу ВКонтакте. 3 октября, вот буквально там за несколько дней до моего ареста, я ему пишу, говорю, что что-то происходит в моей жизни, ну вот описываю, да, что и ему говорю, что ему тоже нужно что-то делать, да, и меня арестовывают, и он пропадает, его до сих пор нет. Но вот у меня до сих пор не могу себе ответить, как так случается, что Россия вот нас 3-4 человек не выдала и предоставила убежище. Это же, вот согласитесь, это немыслимо. Таджикистан требует нас выдать каких-то экстремистов, а Россия нам предоставляет убежище. Как вот вы себе, вот можете как-то мне помочь разобраться в этом, как это случилось, почему это случилось? Широз, Турция выдает огромное количество оппозиционеров, не только таджикских, но и других, но одновременно дает убежище некоторым другим. Казахстан то же самое дает убежище, даже Китай, по-моему, и Россия дает убежище. И Россия огромная страна, там частично работают законы и государственная власть. И для того, чтобы отчитываться перед международным сообществом на конференциях ОБСЕ, ООН, по делам беженцев и так далее, они должны показывать какие-то цифры. Сколько африканцам они дали убежище, сколько азиатам, сколько таджикам, сколько там, не знаю, грузинам, армянам. Эти цифры нужны. Вот ты и твои друзья попали как раз в эту статистику. То есть статистика спасла нам жизнь, да? Конечно, почему бы и нет. И это одна сторона вопроса. Другая сторона, что там все-таки есть законы. Они же дали вам статус не против не просто, закона. Конечно, не просто так мы писали, мы постоянно сидели, да, писали. И в России, даже сейчас,
работают в этой огромной стране люди, которые, может быть, где-то в средних звенах, люди, которые до сих пор принимают решения по закону там, где есть возможность. А там, где нет такой возможности, им скажут, что нет, ты должен принимать решение именно так, он принимает решение именно так, как ему скажут. А когда ему об этом не говорят, он принимает решение по закону. И вот иногда люди удивляются, почему в такой стране они приняли такое решение. Почему при Советском Союзе было очень много справедливых судебных государственных решений. Потому что чиновник принимал это решение по закону. А закон, даже и советский закон, оно... Справедливость за мешок картошки посадить, это дальние были года, но за мешок картошки посадить, конечно, тоже... Да, и да, Советский Союз это тоталитаризм, диктатура, но там были... законы действовали, работали. Там был порядок, поэтому не надо удивляться тому, что тебе дали убежище, там кому-то еще другому. Даже я не исключаю, что даже сейчас... российские судебные органы, там государственные органы иногда принимают решения в пользу мигрантов, в пользу обычного гражданина. Почему бы и нет? То есть это просто, да, статистика и сбой. Конечно, я в таком случае, наверное, больше благодарен вот и работнице миграционной службы, которая занималась моим кейсом и даже посещала меня несколько раз в СИЗО. Это действительно произошло, значит, что-то... Вот тебе повезло, что тебе попался такой чиновник, такой бюрократ, которые вот, как их называют, есть такой жаргон, ну, законоед, что ли, буквоед или что такое есть. Да, что-то... Ну, сейчас не важно, но люди, которые соблюдают закон максимально. Да, это прям действительно. Когда-нибудь, когда путинизм уже развалится благополучно, я, поехав в Екатеринбург, действительно эту женщину найду и поблагодарю ее искренне за то, что она спасла. Но удивительно, что некоторые, вот те, которые получили убежище, после они вернулись в Таджикистан, это вы о них наверняка знаете, да, они приняли тоже такое себе решение, и в том числе... Вы знаете, недавно с ним даже на дебаты выходили наш, господи, я забыл его имя, он ко мне в Киев приезжал, у меня такая дурацкая память на имена. Неважно. Валиев, как же мог его звать? Да. Собир Валиев, да. И когда вы с ним дебаты вели на Радио Свобода, ну, видно было, что он там что-то хитрит, да, и не договаривает, и глупости всякие говорит, понятное дело. Но он как-то, кстати, когда приезжал ко мне в Киев, мы с ним виделись, классный человек, прям внушал вроде как доверие, но все равно в нем как-то чувствовалось какая-то вот зернецо какого-то вот особого чувствовалось. Я был еще... Один человек был, мы с ним сфотографировались, я спрашиваю, что да как. Вот в ходе диалога что-то мне стало внутренне, какая-то история случилась, да, и после этого мы с ним контакты не особо поддерживали, потом узнаю, что он возвращается в Таджикистан. И вот скажите, вот эти люди, возвращаясь в Таджикистан, на что они вообще рассчитывают по итогу? Зачем они возвращаются? Что их мотивирует? Можете примерно вот объяснить? Потому что я себе этого объяснить не могу. Как можно поверить рахмоновским чиновникам и вернуться? Еще раз, у каждого индивидуальная ситуация. Сложно найти такое общее объяснение, почему эти люди возвращаются. Кто-то просто не находит себе места здесь, кто-то скучает по родине, кто-то по родным, кто-то подумал, что политическая оппозиционная деятельность это, ну, какое-то там участие самодеятельное, как оно называется, там, не профессиональный ансамбль, а... Кружок этого самодеятельного. Кружок, да. Кружок дилетантов. Но они потом понимают, что нет, оппозиция, политика, это опасно, это на всю жизнь, ты лишаешься и родины, и имущества, и даже жизни иногда. Так что они потом понимают, приходят к такому выводу, что это не их дело, они не родились для этого. Кто-то думал, что он сейчас вот скоро Рахмон упадет, там все уже падает, как режим, как система. Он получает там, как борец, как революционер, там какую-то должность, разбогатеет, там все классно. И потом понимает, что это не так, но это
как бы мечта разбогатеть, там, овладеть имуществом, у него-то осталось, он подумает, что ну раз не получилось через оппозиционную деятельность, это не так быстро, не так легко, а почему бы не присоединиться к более сильной стороне и добиться этой мечты, просто поменять лагерь, все. Хорошо, согласен, То согласен. есть у каждого, я не скажу, что все так думают, все поэтому возвращаются. Даже сейчас я вот слушаю вот моих коллег по партии, там, по оппозиции, у некоторых уже есть такое настроение, они готовят себя психологически к возвращению и готовят еще почву. Ну хорошо, что еще психологически готовить себя. Хорошо, это плохо, как люди подумают, это одно. А еще готовить почву для этого и обвинить кого-то, что вот из-за тебя я возвращаюсь, вот из-за твоей политики, из-за твоих недостатков я возвращаюсь, вот это уже плохо. Я уважаю людей, которые подумали, приняли такое решение, сказали, что вот хорошо, я возвращаюсь, все, никого не обвиняя, никакого, там какой-то ищет никакого повода. Просто человек решил возвращаться. Все, конечно, это его выбор. Конечно. А если Акаджан вам скажет, что Кабири, вернись, и мы отпустим твоих однопартийцев, вы готовы пожертвовать своей жизнью? Я подумаю. Для меня свобода моих коллег, однопартийцев, очень многое значит. Я готов подумать, если такое предложение поступит. Я не могу сейчас ответить однозначно, но я готов подумать. То есть, если это потенциально вообще такое возможно, такое случится, значит, это будет говорить, что масштаб вашей фигуры настолько опасен, да, для режима, что они готовы пойти на все, лишь бы вас упечь в тюрьму, так же, как Сухроб Зафар, там и огромное-огромное других людей, для того, чтобы вот именно обезглавить, да, протестное движение. Но, с другой стороны... Нет, Широз, давайте здесь минуточку. Да. Я не согласен с тем, чтобы вот мой масштаб такой огромный, чтобы Рахмон готов ради этого, там, не знаю, освободить кого-то. Нет, сейчас Рахмон чувствует себя довольно уютно. Что касается оппозиции. И потому что мы далеки, а основная реальная оппозиция Рахмона это внутри, это люди там на месте. Ну, в любой момент, Ну, всегда нужен маяк, всегда нужен там человек, который выступает, что-то говорит. Но Рахмон, я не знаю почему, наверное, у него есть на это причины, почему он не любит меня сильно. Вот я этого иногда сам думаю, почему, откуда у него это такая сильная любовь ко мне, в кавычках. Но когда я еще был в Душанбе, мне об этом сказали, я сказал, что я сам не понимаю, почему. Но сейчас, вспоминая те годы, те моменты, я понимаю сейчас, почему так. Я готов версию кинуть. Так, вы скажите, я версию кину, почему он вас не нравится. Да, мне очень будет интересно твою версию услышать. Например, я сейчас недавно, почему я вспомнил это. Кстати, по поводу Нобелевской премии. Недавно же объявили лауреатов, победителей. И вдруг я вспомнил один эпизод. В 2000 году, по-моему, Рахмона выдвигали на Нобелевскую премию. Кого? Рахмона? Кто? Вот, я вижу, у тебя глаза уже... Астагфирулла, что это такое? Рахмон и Нобелевская премия? Даже атеист говорит астагфирулла. Да, и даже атеист скажет астагфирулла от таких вещей. Господи, что это такое? Так, кто это был инициатором? Вот интересная вот история. И Рахмон, он же, он, понимаешь, вот его биографию, колхоз, там, все остальное. И трудящихся там организовали митинги, там, собрания в колхозах, предприятиях.
фабриках, заводах, что вот народ требует того, чтобы Рахмонова выдвигали тогда Рахмонова на Нобелевскую премию, потому что он подписал мирное соглашение. И потом кто-то ему объяснил, сказал, что, извините, на Нобелевскую премию выдвигают обычно общественные организации, международные организации или, на худой конец, научные организации. Ну, случае, Обама же получил? Колхозы, совхозы, там, тем более государственные учреждения. Это чушь, конечно. Не, Обама же получил как президент, как вклад в Я говорю, выдвигают. Выдвигают, все, простите. Инициаторы, кто выдвигает. Все, простите, пожалуйста, не дослышал, да. И, Обама предлагал какой-то общественный организацию. Да. И кто-то ему сказал, и тут же они поручили Академии наук, чтобы они организовали такую конференцию по выдвижению Рахмонова на Нобелевскую премию. И мне звонит покойный Устод Нури, говорит, что партию его приглашают в Академию наук или Кохи Вахдат. Да, Кохи Вахдат был. И на огромное собрание под эгидой Академии наук, но модератором председателем был Убайдуллаев. И чтобы якобы от имени научных кругов выдвигать Рахмонова на Нобелевскую премию. И Устод Нури мне говорит, что ты езжай, поучаствуй там. Я говорю, что вас пригласить. Он говорит, я не хочу. Видимо, Устод Нури был немножко недоволен тем, что он имел на это право. Кстати, я ему сказал, что если мы подписали оба мирное соглашение, почему выдвигают только Рахмона? И Шимон Перес и Ясир Арафат оба получили Нобелевскую премию за договор соглашения в Осло по решению израильского конфликта, палестинского конфликта тогда. Хотя конфликт не разрешили, но... это не по Кэмп-Дэвидскому это соглашению было? Или по этому, я не помню сейчас после... Да, неважно, там столько было всего, да. Но они получили оба. Но Рахмон и Устод Нури сказали, что вот будет лучше, чтобы ты участвовал там. Я сказал, что что я должен там, говорит, наверное, выступить. Я сказал, что в моем выступлении я, наверное, выскажу идею, чтобы вы оба выдвигались. Он сказал, Устод Нури покойно сказал, что это будет как-то неуместным, потому что собрание созывается для него лично. Если человек, он по-таджики сказал, что человек не имеет химат баланди, великодушие, выдвигаться обоими, то что поделаешь? И я поехал туда, нас посадили там в отдельное место, где на первый ряд, кто выступает от имени там Академии наук, рядом со мной был покойный Динар Шоев и представители других партий, общественных организаций. И каждый по очереди выступает по заготовленной бумажке. Я как только почувствовал, что доходит мой очередь, и у меня внутри вот все это горит, я не согласен, я понимаю, что это несправедливо, я встал и ушел. Не дождался того, чтобы меня пригласили. И потом мне кто-то сказал из участников, что ведущий сказал, что вот видите, потом они жалуются, что мы им не даем трибуну, когда вот есть такая возможность выступить, они встали и ушли, все. Это неуважение, это говорит о том, что они сами не используют трибуну. То есть они нам дают трибуну тогда, когда мы должны хвалить их, участвовать в их этих, скажем, маскарад. Я встал и ушел, позвонил или встретился с Устодом Нури, сказал, что извини, я не выполнил поручение. Просто, встал и ушел. И знаешь, Устод Нури за это меня не критиковал, сказал, что так. Очевидно, что Нобелевский комитет даже не дал, наверное, И потом, второй час этой истории. Вот я думаю, почему Рахмон меня не любит. Еще в 2000 году, но информация до него доходит, что Кабири встал и ушел. Вот заместитель председателя партии встал, не стал выступать, не стал поддерживать. И я как-то через пару месяцев буквально, а в стране идет такой ажиотаж, агитация, там пропаганда, вот Рахмонов выдвигает на Нобелевскую премию. Я как-то приезжаю в Стокгольм, выступаю в университете, в Стокгольмский университет, и в зале после выступления ко мне подходит Лена Джонсон, сотрудница
шведского МИДа, и многие таджики моего поколения знают ее по работе в офисе ОБСЕ в Душанбе. Она очень много сделала для Таджикистана, хорошо, прекрасно говорит на русском языке. И так пообщались потом, потому что я знал ее еще в Душанбе. И она сказала, что вот у тебя есть сегодня время между встречами в МИДе, там, в парламенте, а как раз здание МИДа и парламента Швеции на одной площади, они очень близки друг к другу. Я сказал, что да, есть обеденный перерыв, там час-два. Он сказал, что недалеко находится штаб-квартира Нобелевской премии, а генеральный секретарь Нобелевского комитета, мой друг, мой знакомый, мы сегодня там согласовали, что встретимся, а хочешь присоединиться к нам? Я ему скажу, если он согласен, пообедаем вместе. Я говорю, конечно, почему бы и нет? Такой случай. И потом мы ждали до прихода этого генерального секретаря. Сейчас фамилия Михаил Сулман, по-моему. Там посмотри в интернете. Там найдешь Сулейман такой. Ну, точно Михаил. И когда мы ждали его, я спрашиваю, а о чем будем с ним разговаривать? Он говорит, о чем угодно. Он очень эрудированный человек, интересный человек, но учитывая того, что он не принимает даже президентов. Президенты стоят в очереди, чтобы генсек Нобелевской премии. Он просто не разговаривает с ними, но очень простой человек. Я думаю, что сейчас приезжает там какая-то машина, охрана, а тут приезжает он на велосипеде, в каком-то шлеме, каске. Скандинавия, что да, ж. Да, куртка, там джинсы, простой человек. Ну, посидели, поговорили. И я, пользуясь случаем, говорю на русском, на прекрасном русском языке, потому что у него мама русская. Он мне рассказал, что отец, шведский посол в Советском Союзе, женился на русскую женщину, и он родился в Москве. И я ему задаю вопрос, говорю, впервые в истории Нобелевского комитета, Нобелевской премии, два таджика одновременно выдвигаются. Это Ахмад-Шах Масуд, тогда его выдвигали из афганской ответственной организации, и Эмомали Рахмонов. Есть ли у таджиков шанс получить, кто-то из них, Нобелевскую премию? Он сказал, что извини, у вас нет шансов. Я говорю, почему? Говорю, что потому что мы посмертно, обычно Нобелевскую премию не дают посмертно, Ахмад-Шах Масуд исключается. А Рахмон, он даже, у него нет шансов попасть в сотню кандидатов, потому что его выдвигают за подписание мирного соглашения, а он участник гражданской войны. И он не только участвовал в мирном процессе, он участвовал в гражданской войне, он убивал, и как президент страны подписать мирное соглашение, это не его заслуга, это его обязанность. Он выполнил свою обязанность перед народом. Он обязан был закончить эту войну, которую сам и начинал. Поэтому у него нет шансов попасть даже в сотню, не говоря уже о там, последнюю десятку и так далее. Но мы так потом другие вопросы обсуждали. Я возвращаюсь в Душанбе, а там идет разгар такой кампании. Я, конечно, сам был против этого, тем более встречаясь с генсеком Нобелевского комитета, я уже более уверенно сказал, что, ребята, вы зря тратите столько денег, плакаты, там, бумагу, у Рахмона нет шансов. А знакомые в правительстве, там, кто все уже вошли такой в азарт, говорят, что ну как, почему нет, он же подписал мирное соглашение. Я говорю, я встретился с генсеком Нобелевского комитета. Они подумали, посмотрели, посмеялись, думали, что ну, человек придумает себе историю, кто он такой, чтобы встретиться с генсеком Нобелевского комитета. Я говорю, дело не в том, что кто я такой. Я тогда еще не был даже депутатом. Ну, так случайно. Я выступил в университете, знакомая, еще по старым годам. Просто они оказались общими знакомыми и встретились. Не потому, что я важный человек, а потому что так получилось. И я узнал от первого лица.
И я помню, там были министры знакомые, тоже сам Зайд Саидов, другим сказал, что, ребята, вы зря так тратите время и вашу энергию. Не, ну, очевидно, Рахмон подумал, что, может быть, вы с ним поговорили и... Да, и Рахмон то, что вот я не выступил там, потом до него, наверное, доходят, что я разговариваю с людьми, что у Рахмона нет шансов. И потом были другие истории. Я думаю, что у Рахмона есть причины не то, что ненавидит, просто игнорировать все, что связано со мной. И он имеет на это право. Да. Вот вчера мы, когда после диалога мы с ребятами, когда обсуждали, у меня тогда оттуда, можно сказать, моя версия, почему Рахмон может вас ненавидеть, по большому счету, да, это очевидно, ну, потому что с того момента, получается, ваши выступления начинаются там с 2000-го, 2002, 2003, везде слышно, как вы говорите. Во-первых, это приятная речь, риторика, поставлена дикция, интеллект и прочее. А чернь ведь интеллект не любит. Чернь только любит силу. Для них вот мускулинность, для них оружие, да, вот оно вот это только признает. А интеллект это немножко другое, да, это вот если вы знаете такого историка Евгения Панасенкова, да, он, кстати, об этом очень часто классно описывает про вот таких людей, как наш любимый президент Пешвой Милат, что они, да, это вызывает у них такую патологическую агрессию в каком-то роде. Это я готов эту версию как бы кинуть. Ну а так, при личной встрече Рахмон прямо такой же, как его сын, Рустам? Нет, Рахмон более обаятельный, Рахмон, у него харизма, Рахмон очень легко войдет в контакт, Рахмон очень легко меняет и риторику, и тематику, и у Рахмона абсолютно нет никаких преград, никаких границ, ни этических, ни там, моральных. Он может прямо в одном разговоре и плакать, показать себя такой очень добродушным человеком, даже мазлум. Может, там, я помню, я видел все это, что как он сказал, что вот Ислам Каримов завтра просто, если вы не будете поддерживать меня, то есть оппозиция, он завтра захватит всю страну, мы, таджики, потеряем государство, тогда. А на другой день он назвал его отцом. Там. То есть он хороший актер. Кстати, в политике это играет не последнюю роль. Ну, просто я как-то, знаете, смотрю, когда он общается без вот спичрайтеров, вот эти слова паразиты, как вай, постоянно. Ну, это уже вопрос грамотности, это уже другое. Это вот, как Кадырова напоминает. Есть такое понятие, как оно называется на русском языке, сельская хитрость или сельская, там, деревенская хитрость. Есть такое понятие, что в деревне кто самый хитрый, он самый шустрый, он неграмотный, не самый грамотный. Ушлый. Да, он самый удачный. Они, обычно эти люди добиваются большего, чем более воспитанный, более эрудированный, более образованный, грамотный человек. Потому что когда более образованный, у него очень много факторов сомнений, что правильно ли я поступаю, морально, с моральной точки зрения, этически. А у этих людей нет никаких барьеров. Поэтому это похоже на спринтера, который просто в трусах бегает, а другой человек, он в каких-то там, не знаю, у него там в карманах камни, там, не знаю, носит еще одежду. И вот кто прибегает первым, конечно, тот, у кого ничего нет вообще, абсолютно. Верно. Это классная аналогия. И, да, когда он... и поэтому вот когда говорят, что вот почему Рахмон, он удачный, у него все получается, а у вас вот вы говорите все, а у вас ничего не получается, вот я говорю, что у него должно все получаться, потому что у него нет барьеров. А у меня не получается, потому что каждое решение я обдумываю в 100 раз. И потом в конечном итоге сомневаюсь, потому что мне говорят, что вот то же самое, как и выходить на улицу или нет, митинг. Там, если я сказал, что ну ладно, пусть если убьют там 1000 людей, то пусть убьют. Ну хорошо, то что?
А я-то подумал, что кто будет отвечать за этот кров? Совершенно верно. И знаете, Акаджан, вот я такую вот мысль, иногда мысль рассуждаю в голове, что в дикой среде, когда вот среда дикая, там выигрывают, как правило, наиболее агрессивные, да, и в такой же среде страдают наиболее незащищенные. Вот в нашем Таджикистане, да, у нас среда, правда сказать, это дикая среда, это агрессивная среда, это хищническая среда, но и там страдают, как правило, интеллектуалы, которые вот Академии наук, там сидят замечательные люди с копеечной зарплатой и одни туфли там по 2 года носят, да? Это я отсылка к одному из моих знакомых, прекрасных людей, которых я очень люблю. И женщины, и дети, и инвалиды, вот самые незащищенные, в таком ужасном положении живут. А агрессивные, вот эти, которые готовы там на все идти и пытающиеся по головам ходить, они добиваются успеха, вы правы. А в Европе-то наоборот, ведь в Европе защищены наиболее слабые слои населения, а все остальные попытайтесь там, типа, в конкурентной борьбе что-то получить. Но я знаю, что если в нормальной среде, в нормальной конкурентной среде, если Рахмон выступит с вами в дебаты, я просто... Интересно было бы посмотреть эти, конечно, дебаты прежде всего, но это был бы вынос в одну калитку однозначно. Потом, Широз, я вот вспомнил еще одну историю, почему он недолюбивает меня. Наверное, потому что, когда он пригласил меня стать его советником, старшим советником по политическим вопросам, я отказался. И потом предлагал, не он лично потом, глава администрации, покойный Сафар Гаюрович Сафаров, очень замечательный человек, тоже партократ, из этой системы, но как человек он был прекрасным человеком. И, кстати, когда вот у него тоже глаза, вот как у тебя, ты сказал, астагфирло, он тоже не понял, говорит, нет, ты не принимаешь эту должность, президент предлагает тебе стать советником, ты что? Он был в шоке от этого. Я спокойно сказал, что нет, а почему? Почему вы так реагируете? Он говорит, как? Когда он не был пешком, он сказал, Джаноби Оли предлагает пост, государственный пост, стать советником или там министром каким-то. Ты отказываешься, это немыслимо, ты молодой человек, у тебя перспектива. Я говорю, я не хочу работать в исполнительной власти. Все. Мне достаточно того, что я работаю, я тогда преподавал еще в университете, я занимаюсь политикой, бизнесом. Я же, все. Они пригласили нас вместе, меня и покойного Рахматло Зуирова. И Рахматло принял приглашение, я думаю, что очень правильно сделал, умно, потому что его партию до этого не зарегистрировали. Как только он стал советником президента, зарегистрировал свою партию, ушел из поста. Мы, кстати, ждем Заирова тоже в гости, надеюсь, он нет, он покойный, его нет. Простите, точно, он же, господи, глава социал-демократии. Я даже забыл, что я даже не знал, что он... Да, вот это говорит о том, что хорошие люди, в памяти людей, они всегда живые. Они всегда живи, Хотя, да, действительно, стало очень комично, да, вызвать покойного. У нас спиритический сеанс был бы, да. А для меня не было такой необходимости, поэтому не принял. А для Рахмона это было уже такое, что вот я предлагаю человеку должность, а он отказывается, как можно так? Это представьте, что даже вот падишах, там, в сказках или там в истории что-то, какой-то подарок предлагает, а тот отказывается. Фердауси, когда не принял подарок Махмуда Газнави за Шахнамуш, считали его недостойным, то есть небольшим. И после этого настолько Махмуд Газнави, диктатор, он обиделся, что отправили за ним в погоню чуть ли не там боевой отряд, чтобы его поймали и убили. Совершенно верно. Да. Поэтому для них, вот когда человек показывает независимость, что другие ценности,
что должность не самое главное, богатство не самое главное. Да, я не против того, чтобы я имел какую-то должность. Все любят, наверное, этого богатства. Конечно. Но не любой ценой же. Конечно. Вот это для него, наверное, был сигнал, и почему он до сих пор ведет себя. Ну, конечно. Он заставляет детей перед ним поклоняться. Вот куда ни поедет, в холода дети вот это поклоны. Если он это готов воспринимать, то я готов предположить, какого качества человек этот Рахмон, и вообще существует ли у него хоть нормальная этика или мораль. Я об этом рассказал на таджикском языке одному блогеру. Наверное, будет неплохо здесь повторять эту историю. Был случай, когда, я сейчас не помню, был какой-то праздник, День Конституции, он пригласил в гости всех депутатов, министров. И так получилось, что, войдя в зал, он подошел к нашему столу, первым поздоровался с нашим, там, кто мы сидели за столом. Там за этим столом сидели я, Талбак Назаров, там тогдашний представитель ООН был такой Сатиров, Болгарин, и Зайд Саидов, там, кстати, Рамазан Абдулатипов, посол России. То есть мы все как-то попали за одним столом, и он подошел к нам, поздоровался со всеми. И потом продолжал там с другими гостями. Так. И еще в конце мероприятия, когда он еще немножко был выпившим, и он подошел второй раз к нашему столу, еще раз поздоровался со мной и сказал, что, в шутку так, сказал, что вот если глава государства 2 раза уже я поздороваюсь с тобой, это многое значит. Так что ты не мой рук еще 3 дня, как баракат. То есть да, я помню это да. И, я тоже я не хотел его обидеть, кстати. Я сказал, что спасибо за такое, лютф по-таджикски. Но в любом случае я вынужден мыть руки, потому что я сейчас пойду в УЗУ, таурат сделать, и намаз буду читать. Не получается никак. То есть это уже... Но опять я повторю, что не хотел обидеть, тем более в присутствии других гостей. Но он так сильно обиделся, что он начал там мне читать лекцию. Полчаса мы стоим и держит меня за руку, говорит, что вот ты образованный человек, вроде бы не экстремист, но у тебя в голове всегда религия, молитва. Главная религия в сердце, это не в молитве, не Рамазан. И потом говорит мне, что давай, говорит, вот ты плохо, говорит, знаешь ислам, арабов, мусульман, ты вот думаешь, что все арабы, все мусульмане такие же чистые, как мы, таджики. Я знаю, что арабы, они говорят про ислам, сами выпивают, сами там ведут другой образ жизни. И рассказал некую историю про каких-то шейхов. И потом мне говорит, вот давай я тебя отправлю послом Таджикистана в любую арабскую страну. И приглашает Талбака Назарова, министра иностранных дел, говорит, Талбак Назарович, давайте вот посидите оба. Там даже где нет посольства, откроем посольство для него специально. И назначим его послом. И через 6 месяцев я его приглашаю. Я уверен, что его мнение про арабов, про ислам, мусульман уже будет другое, потому что он сам увидит собственными глазами, где ислам лучше, у нас или в арабских государствах. Я говорю, Имам Шарипович, я учился в арабских государствах, я не то, что там был. Я там учился в Йеменском университете, я проходил курсы в Египте, я побывал везде, я хорошо знаю арабский язык, ислам, и как ведут себя арабы там, турки, какие недостатки там. Для этого нет необходимости, чтобы я стал послом, и только потом узнал. И спасибо за вежливость, за приглашение, но мне хорошо здесь. Тогда, а вот на этот раз я был депутатом парламента, кстати. Я сказал, мне хорошо и в парламенте, я останусь здесь. Он говорит, нет, в любом случае, вот подумай, если примешь приглашение, я назначу тебя послом. И он отошел 5-6 метров, вернулся еще раз, говорит, давай идем со мной, посидим за столом вместе и там поужинаем. Я говорю, нет, спасибо, я останусь здесь, за этим столом. Я не пошел.
И потом мне вот Зайц Саидов тоже был там, говорит, что Мухиддин, ты поступил, наверное... Дерзишь, да? Да, но все-таки ты не должен был ответить, что... кстати, он до этого он предлагал всем там выпить по 50 граммов, я тоже взял там сок, не знаю, какой-то апельсиновый, яблочный сок. Он как только начал со всеми там, не знаю, как он называется? Там, Чокаться, да. Это увидел, просто... что у меня сок, да, сок, он мне говорит, а почему ты не пьешь? Я говорю, я не пью. Это было в начале еще. Я говорю, я не пью спиртное. Я говорю, как же ты вроде бы интеллигентный человек, ты же не мулло. Я говорю, ну я мусульманин, тем более недавно закончился Рамазан, как раз это был после Рамазана. Я говорю, что ну и что я не мулло? Я мусульманин, я не пью. И он обиделся, что я как бы отвечаю ему, что я мусульманин. Он начал читать, а что мы не мусульмане, что если мы пьем там, я говорю, дело не в этом. Дело в том, что это мой выбор. Я не пью, все, я не пил никогда. И вот такие случаи, еще раз, они вроде бы детали, мелочи, но для таких диктаторов это дерзость, это вызов. Поэтому они не простят такое. Да, и вот то, что вы пересказываете его рассуждения об арабских странах, да, вот это обобщение, да, вот как обычно примитивные люди любят обобщать, и плюс, когда я слушал его, вот этот его выпад в адрес этого военного преступника Путина, когда он уважайте нас, у нас есть то, какие-то ресурсы называют эти природные ресурсы. У меня фейспалм, я говорю, что он несет? Он напомнил мне вот типичного гаражного Ванику, который там за Америка там всех хочет поработить, там за этого, что нас чипировать будут и так далее. Вот типа такого напомнил. Просто хотелось крикнуть, прям ударить в экран, сказать, что чел, главный ресурс 21 века — это человеческий мозг, а не то, что ты говоришь. Это твои ресурсы, ну никому не сдались. Потому это очень важно было вот в конце второй нашей части проговорить. И как раз мы про Рахмона поговорили. Даже немножко такой психологической сублимации была, потому что тоже накапливается внутри столько агрессии, черноты в отношении вот этого человека, который просто захватил страну и такое творит с нами. Еще раз, мы слишком долго остановились на Рахмоне. Да. Действительно, слишком много чести этому колхознику. Не то, что чести. Сейчас у него Тоджико Меганко Гушош Сурши. Гушош Сурши. Не, ну я думаю, что он уже ко всему привык. Вот.